В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. Нынешняя неделя в нашей стране отмечена рядом важных событий. О некоторых из них мы расскажем в нашей программе. На этой неделе стало известно об аварийном отключении трансформатора на подстанции БЗИП-220. Причина – удар молнии в линию ПСОУ 220 кВт. Произошло это в понедельник, 7 октября. В результате аварии без электроэнергии остались частично Гагарский и Гудаутский районы. На ликвидацию аварии были сброшены все силы компании «Черноморэнерго». Специалисты провели диагностику агрегата. Выяснилось, что отремонтировать трансформатор невозможно. Еще в августе за счет средств Российской инвестиционной программы был заказан новый автотрансформатор. Его должны доставить в республику в начале декабря. Было принято руководством решение построить линию 3-4 километра, линию 110 киловольт от подстанции Гичи-Рипш до подстанции ПСОУ на территории Российской Федерации, чтобы обеспечить потреблением электроэнергии весь Гагарский район. До тех пор, пока в республику доставят и установят новый трансформатор, а также в течение ремонтных работ на подстанции, в Гагарском и Гудаутском районах будут вводиться временные ограничения на подачу электроэнергии, ориентировочно по 2 часа. Будет отключение, это если мы не успеем осуществить переток по линии 110 киловольт со стороны Российской Федерации. Слово «Абхазия» у большинства жителей России вызывает теплые чувства. В памяти старшего поколения сразу всплывают эпизоды приятного отдыха на морском побережье. Что касается российской молодежи, то многие из тех, кто уже посещал нашу страну, скорее всего делал это по совету родственников или более взрослых друзей. В целях популяризации отдыха в республике Министерство по курортам и туризму при поддержке Союза журналистов организовало очередной пресс-тур в Абхазию. В поездках по достопримечательностям Абхазии журналистов сопровождала Амелия Бисмарк. Для современного человека особую важность приобретает информация, и не секрет, что относительно Абхазии она имеет скудное распространение в мире. По этой причине республика теряет значительную долю потенциальных отдыхающих. В Министерстве по курортам и туризму давно взялись за решение этой проблемы и решили на постоянной основе организовывать пресс-туры для журналистов. Через 10 дней можно считать, что курортный сезон 2019 завершается, и мы ведем подготовку уже к новому курортному сезону 2020. И естественно, я считаю, что мы в основном должны делать ставку на пресс-туры. Это для нас является рекламой, то есть той информацией, которая дойдет до, скажем так, до потребителей. Отправьте журналиста за впечатлениями, и вы получите информацию. Это правило применительно и к пресс-турам. В этот раз в Абхазию пригласили представителей Альянса руководителей региональных СМИ России. Многие из них приехали из территориально отдаленных от Абхазии городов Российской Федерации. Мы хотим полнее узнать о Республике Абхазия. Не только та частичная информация, которая доходит через официальную прессу, все, а гораздо больше именно о народе. Мы очень благодарны, что программа составлена так, что мы можем какие-то культурные ценности для нас будут открыты. Мы можем встретиться где-то в селе, именно, так сказать, на уровне действительно такого народа, который живет именно на земле, если так можно выразиться. Ну, а самое главное все-таки это встречи. И нас, конечно, очень интересует разговор с министром, с вашим, который все это практически понял, насколько это важно для России и для Абхазии. Согласно плану, среди первых к посещению объектов столицы местные достопримечательности. Добраться до обезьяньего питомника журналисты решили пешком. Осматривая по дороге окружающую природу, группа двинулась покорять лестницу, ведущую к научно-исследовательскому институту экспериментальной патологии и терапии. Просто потрясающей красоты природа, уникальная. Я считаю, что любой россиянин должен обязательно побывать в Абхазии, потому что такой красоты, я так думаю, на территории, вот пусть на меня не обижается никто. Мы, журналисты, бываем в очень многих местах, и нас, наверное, уже очень сложно чем-то удивить. А когда ты вдруг замечаешь, что любое место, куда тебя привозят, вызывает искреннее восхищение, причем такое граничащее на детском уже таком эмоциональном состоянии, то ты понимаешь, что ты попал в уникальное место. Горы, они приносят радость и ощущение вот какой-то, ну не знаю, сопричастности, наверное, не просто к природе, но и вот это ощущение первозданности, красоты, оно дает
пониманию, что есть в человеческой жизни совершенно другие приоритеты. Генри Роуэр – главный редактор газеты «Алтайская правда». Журналист из Барнаула не раз бывал в Абхазии и о каждой поездке вспоминает с теплотой. В 1983 году мы студентами небольшой группой проездом были в Сухуми. У нас было буквально 3 часа, это на пирсе, пили кофе и знали, что здесь есть обезьянник, очень жалели, что он открывается чуть позже, это было рано утром, и мы не сможем здесь побывать. Вот там я узнал об истинном абхазском гостеприимстве. Молодой человек, это раннее утро, это было еще, наверное, часов 7, наверное, с чем-то, пригласил нас, посадил свою шестерку, привез сюда. За часа, наверное, полтора он нам показал все, что только можно. Ну, сейчас, наверное, можно говорить даже кусочек лаборатории. Газета «Черноморская здравница» уже более 100 лет издается в Сочи. Редакция имеет отношение к становлению как организации Альянса руководителей региональных СМИ России. Наш редактор бывший был одним из учредителей этой организации журналистской. То есть мы с самого начала работаем с «Арспресс». Ну, мало того, что мы решаем, конечно, чисто профессиональные вопросы, мы периодически устраиваем такие пресс-туры. Были в Греции неоднократно. Мы ездили туда. И, в частности, для Сочи, это было взаимовыгодно и для Сочи. Тогда приезжал наш мэр перед подготовкой Олимпиады. В те времена в Греции были сложности с турпотоком. Они были заинтересованы в том, чтобы привлечь туристов. И редакторы всей России рассказывали про то, как хорошо в Греции отдыхать. Но это действительно так. В рамках своей деятельности представители организации «Арспресс» сделали многое для налаживания контактов между Россией и другими зарубежными странами. Мы очень рады, что так получилось, что мы приехали в Абхазию с этим визитом. И, конечно же, для нас, как для соседей, да, Абхазии, мы очень заинтересованы в том, чтобы, и даже не потому, что нам нужно разгрузить, хотя и это уже в Сочи наблюдается, Адлер летом переполнен и не всегда соответствует уровню обслуживания туристов. И этот момент есть. Ну и потом всегда благополучные и процветающие соседи, это всегда здорово. Дефицит информации о нашей стране существует практически во всех городах России. А те новости, которые все-таки просачиваются в интернет-пространство, обычно не выдерживают проверки на достоверность. Слухи в сочетании с не очень удобной логистикой делают свое дело. И россияне в большинстве своем едут отдыхать в профессионально разрекламированные страны. Представляю тех, кто живет в Черноземном крае, да, город Курск, это наши российские черноземы. И, наверное, в первую очередь все-таки трансфер. Достаточно большое расстояние нужно преодолеть, и не всегда это можно сделать, там, выбрав самолет, то есть поездом все-таки очень далеко, раз. Второй момент, конечно, разговариваю с людьми, кто-то говорит, что вот есть такие факты воровства на территории Абхазии. Я чувствовала только доброжелательное отношение к себе. В целом, я думаю, что вот эти все вещи, они преодолимы. Вот с помощью тех же пресс-туров, которые вы устраиваете. Это очень хорошо, что вы это делаете. Задать вопросы, высказать свои мнения и обменяться предложениями. Гости получили такую возможность, встретившись за круглым столом со своими коллегами из Союза журналистов Абхазии. Открыл мероприятие министр по курортам и туризму Автандил Гарцкий. Начиная с Гагарского района, заканчивая Творчалом, постараемся в этом плане все сделать, чтобы у них была возможность увидеть наш туристический потенциал, наше историко-культурное наследие, наши природные объекты природного показа и объекты размещения, которые у нас есть и которые, может быть, в стадии строительства. Среди участников пресс-тура журналисты из Подмосковья, Курска, Сыктывкара, Чебоксар, Калуги, Рязани, Челябинска, Новосибирска, Екатеринбурга и других не менее важных по значимости городов России. Все вместе они обладают миллионной аудиторией читателей. Проекты и идеи, предлагаемые участниками данной встречи, обещают стать крайне эффективными для популяризации Абхазии как страны. У нас есть идеи запустить проект «Абхазский алфавит» и просто вот от А до Я начинать рассказывать про достопримечательности Абхазии, вот такой в режиме лайфхака, испытано на себе. Мы это видели, мы это знаем, мы советуем. С каждым годом страны, делающие ставку на туризм, готовят новый ассортимент современных предложений. Чтобы выдержать конкуренцию на этом рынке, Абхазия должна брать ориентир на самые эффективные способы привлечения туристов. Мы должны понимать, что после развала Союза прошло достаточно большое время.
время, выросло новое поколение. Если мы не найдем соответствующие формы, не привлечем на отдых новое поколение, молодое поколение, то нам будет очень сложно возродить ту славу и популярность абхазских курортов. И поэтому вот эти все разнообразные формы, эксклюзивная работа с определенными редакциями, вот такие формы, как пресс-туры для одновременно где 20 регионов России с разной направленностью издания, разные электронные, печатные СМИ. У одних тираж около 100 тысяч, у других электронных СМИ, социальных СМИ, блогеры. Это все поиск новых путей продвижения туристического бренда Абхазии. И поэтому мы с удовольствием и дальше будем работать с Министерством по туризму. За время пресс-тура гостям постарались показать все туристические объекты республиканского значения. Большое внимание журналистов привлекла Новоафонская пещера. Не все из участников группы раньше имели возможность бывать в подобных подземных залах. В составе экскурсии журналисты исследовали все залы пещеры, узнали об истории ее открытия и поднялись на поверхность с массой впечатлений, которыми готовы были делиться со всем миром, но сначала со своим читателем. Слово «потрясающе» не сможет передать всех тех впечатлений, которые мы испытывали. На самом деле начинаешь себя ощущать, вот знаете, такой песчинкой в огромном мире и понимаешь, что красота природы, она безгранична. И, наверное, каждый турист, который приезжает на территорию Абхазии, должен увидеть вот эту вот жемчужину, эти пещеры, которые увидели мы. Очень много нового интересного для себя узнала. Не знала никогда, что на территории Абхазии около 500 пещер. Просто не представляла себе. И что мы находимся на такой глубине. Я представляю себе эмоции вот этого мальчика абхазского, 16-летнего, который вот первый раз спустился и все это увидел вместе со спелеологами. Это фантастика. Паломнический туризм не менее актуальное направление отрасли. В этом плане Абхазии также есть чем гордиться и что показать своим гостям. Монастырь Симона Канонита – великая христианская святыня. Выделяется среди других древних храмов не только удивительно живописным расположением. Мне повезло, наверное, в том смысле, что видела, как возрождался монастырь. И когда мы однажды здесь были, привезли купола, и вот с вертолетом здесь устанавливали купола, и мы этот момент видели, запомнили навсегда. Это такой очень трогательный, волнующий момент. У нас руководство области возникла идея проводить форумы древних городов в Рязани. И он уже прошел в этом году второй раз, на следующий год будет третий. Приезжают представители городов древних из разных мест, обмениваются опытом сохранения традиций, сохранения культуры, соединение древних традиций, культуры, архитектурного, исторического наследия с традициями современности. Это все очень интересно и полезно. И мы тоже ждем представителей древних абхазских городов. Первые публикации об Абхазии уже появились на страницах изданий, которыми у себя в регионах руководят участники пресс-тура. Впечатления журналистов, словно искры из самого центра нашей республики, разлетелись по просторам российского сегмента всемирной паутины. А самое интересное, конечно, будет рассказано ими позже и с расстановкой для тех читателей, зрителей и слушателей, которые захотят посетить наш край. Амелия Бисмарк, Томас Чиковани для событий недели. Прошло около 1,5 лет, как произошли структурные преобразования в Государственном комитете Республики Абхазия по стандартам энергетическому и техническому надзору. В чем заключены основные итоги деятельности Госстандарта Абхазии за этот период? Какие еще задачи стоят перед структурой, а также чем вызвана необходимость контролировать качество товаров, поступающих из-за границы с Грузией? Об этом накануне мы побеседовали с советником председателя Госстандарта Абхазии Виталием Тарнава. Каковы основные итоги, которые вы хотели бы назвать в работе Госстандарта? На что вы, как аналитик, обращаете внимание? Естественно, всегда, когда люди амбициозные берутся за какие-то дела, они ставят максимально возможные для себя планки, но жизнь по-другому устроена, и обычно где-то среднее получается. У нас тоже приблизительно так и получилось. Мы затеяли структурные преобразования, и тоже они еще в процессе. Создали 2 новых департамента.
объединили энергонадзор и технический надзор и создали департамент технического надзора. Эффективность работы увеличилась, в том числе вы это можете наблюдать наглядно и на нашем проекте Абаза ТВ. Мы реагируем мгновенно с помощью телевидения на все процессы, связанные с аварийностью, технической безопасности на наших объектах. И тут же не только сами выезжаем, но постараемся максимально подключить все общество с помощью телевидения. Естественно, наша структура не лишена всех тех недостатков, какие есть у всех других контролирующих надзорных органов, так как любой контролирующий надзорный орган – это источник, в том числе и коррупционных преступлений. И вот благодаря телевидению мы и этот процесс смогли максимально приостановить в нашем ведомстве, потому что публичность там, это как прожектор работает, там все по-другому происходит. И самое интересное, самое удивительное для нас оказалось то, что как повели себя в основном все проверяемые объекты. Это включается, я говорю буквально о всех, и о гостиницах, которые мы проверяем, и аж до школах, детских садах, торговых объектах. Все понимают и относятся с пониманием. Дело в том, что цель, которую ставит Гарри Харитонович перед коллективом, она не в карательных функциях. Карательные — это уже когда все остальные оказываются неисполнимыми. А обучение и подготовки. Мы, когда приходим на объект, видим недостатки, мы всегда даем определенное время для их устранения. Вот, например, буквально вот сейчас недавно мы проверяли детское питание, детские сады и школы. И там во многих местах были выявлены применения заменителей масла, молочных продуктов, сметанных продуктов. И такая вот, там целый, кстати, в этом случае у нас мы выявили еще и законодательный пробел. Дело в том, что вот школьное питание, директор школы никак не может влиять на этот процесс, потому что арендатор — это частная компания, которая там кормит детей. Она работает по своим правилам. И вот мы по своим. С вашей помощью можно эту проблему решить? Не просто можно. Мы сейчас подготовили и практически согласовываем непосредственно с директорами школ и детских садов. Вот сейчас вот буквально в данный момент эта работа проходит о новых нормативных документах, связанных с детским питанием. Это будет или ТУ, или ГОСТ, еще, скорее всего, ТУ, которое будет утверждено, естественно, высшими органами власти и нами, и согласовано с Министерством образования, здравоохранения, все. Там будет прописано все, вплоть до меню. Когда вы ожидаете выход документа? Я думаю, в самом ближайшем, до конца года он фактически уже готов. И главное дело его опробовать и понять, как он будет работать, чтобы потом его не переделывать. Вот сейчас в данный момент наши специалисты ходят и общаются именно непосредственно на местах. Еще вот что нам, скорее всего, удалось уже добиться. Дело в том, что вот основным нареканием к госстандарту что вообще было раньше? Дело в том, что вот у нас департамент стандартизации, плюс энергонадзор, технадзор, потребнадзор, и они все имеют право инспектирования объектов торговли, производства и так далее. И они все один за другим ходили по этим объектам. Все. Это было главным нареканием, потому что у всех корочка госстандарта. Но это разные эти. И очень трудно было, вот он боролся с самого начала, начать комплексные проверки. И мы наконец-то разработали единый акт для нескольких служб. И теперь они все вместе с Нового года начнут ходить. Уже не будут они по каждой как это пастись. А будут это именно под нашим контролем. Во-первых, я еще раз, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем участникам рынка. Не то, что не пускать, гоните прочь любого инспектора, который к вам приходит от нашего имени, без распоряжения, подписанного и с печатью, личной подписью руководителя госстандарта. Ни один сотрудник госстандарта не имеет права самостоятельно, предъявив свое удостоверение, куда-то зайти что-то проверять. Сейчас в Кабинете министров готовится документ, который будет регулировать прохождение товаров через грузино-абхазскую границу. И предполагается, что будет какой-то пункт, где будут проверяться вот эти товары на соответствие стандартам.
Что это будет, во-первых, за пункт сам, да, и вообще насколько вот эта проблема актуальна? Вы знаете, вот начиная с этого момента, я хотел бы, чтобы наши зрители понимали, что дело в том, что я в шутку один раз сказал, что у меня самая безответственная должность в госстандарте, потому что я советник. У всех, даже от уборщицы до председателя, есть своя мера ответственности, государственной ответственности, за которую он отвечает. Я в этом плане очень свободный человек, в том числе и в своих мыслях и видениях. И то, что я сейчас хочу сказать, это не, на этот момент это не является мнением государства или госстандарта. Вот именно хотел бы свое мнение выразить как гражданина. Дело в том, что это вообще меня очень удивляет эта ситуация с самого начала. Вот мы, когда начали проверять рынки наши, естественно, мы почти везде сталкиваемся с продукцией из Грузии. Плюс у нас еще были моменты, когда нам очень трудно, например, уже найти на рынках Абхазии просроченную продукцию, нестандартную и так далее и тому подобное. И поэтому, естественно, пришла вот эта мысль сделать это превентивно, став на границе. И притом наше дело в том, что ни таможня, ни пограничники, они качество, это не их дело объемы и так далее. А качество никто не проверяет. Потом оно здесь растворяется. В результате года работы и анализа мы пришли к выводу, что Абхазию практически, она как бы превратилась в такую черную дыру, куда можно привезти любую продукцию и продать. В связи с тем, что очень, мы в таком положении, что и нашим бизнесменам легче купить предпросроченную продукцию дешевле, потом больше заработать. Не надо себе строить иллюзии, у бизнеса главная цель – заработать. Все остальное – это нравственные категории, это все дело государства и общества. Если общество против этого, если общество хочет жить по законам, оно будет жить по законам. И все остальные тоже. И вот в этом направлении мы хотели бы поработать. Практически из всех фруктов, например, проверенных нами на рынках, почти 100% фруктов из Грузии оказались с повышенным содержанием нитратов. Хотя я думал, что как раз будет наоборот. Вторая вещь, которая меня просто потрясла. Вот в связи с борьбой с клопом. К нам из Грузии тоже заходило средство специальными специалистами одной из наших специальных служб. Они пытались установить производителя этого дела. Химикаты, да? Да, химиката против клопов. Дошли до Индии и там застряли. Дело в том, что я так понимаю, что большая партия этого химиката была завезена в Грузию, потом там она отслежена и забракована. И там она запрещена была к реализации. И вот продавцы, естественно, чтобы его не выбрасывать, начали отдавать. И она начала просачиваться по всем этим. И ее использовали? Да, у нас использование. Это очень высокотоксичные, конечно, он и клопа убивает, но еще неизвестно, потому что его исследовать тоже очень трудно, потому что это же частными лицами завозится. И там нет никакого контроля, кто мог бы это проверить. Дело в том, что, по-моему, я уже забыл, когда это отменили таможенный досмотр. При Владиславе Григорьевиче Ардзенбо сразу после войны там была установлена таможня и, в общем-то, таможенный досмотр. Дело в том, что вот когда в 2008 году Россия признала независимость Абхазии, с этого момента вся граница с Россией стала государственной. Кроме грузинского участка, который до сих пор, с точки зрения грузин, это административная граница, и с той стороны нет никаких государственных структур, а с нашей точки зрения она вроде бы государственная, и при этом там наши государственные структуры не работают. Может быть, потому что они не признают, что вообще есть такой факт обмена товарами между группами? Дело не в том, что они признают или не признают. Через границу проходят гуманитарные грузы. Кстати, вот об одном из таких гуманитарных грузов мне хотелось бы остановиться подробно. Уже я понимаю, в 1995 году, когда мы оказались под санкциями и граница была закрыта, мы вынуждены были согласиться на использование на территории Грузии вакцинации наших детей, вакцин, которые попадают в Грузию по международной этой программе помощи этим развивающимся странам. И эта вакцина заходит к нам. Но
С момента выхода из Тбилиси и попадания в наши больницы она полностью нарушает условия транспортировки и хранения этих медико-биологических вакцинных грузов. Там полностью должна соблюдаться температурный режим, плюс сопровождающие лица должны быть специальные люди, не с улицы. Контроль должен быть на всей стадии движения, от производителя, от склада до больницы, до аптеки или до другого медицинского учреждения. Плюс должны быть сопроводительные документы с названиями содержанием этих вакцин, сроками хранения. Это очень важно. Дело в том, что по правилам и нормам первыми должны использоваться вакцины, которых истекает срок хранения. А мы же ничего этого не знаем, потому что нам не предъявляют, мы не можем досмотреть никаких сопроводительных документов ни в больницах, ни на границе. И их возят в ручной кладе с ручным этим холодильником. Мы уже 25 лет, я не знаю, подвергаем серьезной опасности наших детей, потому что мы вакцинируем продукцией, даже если она идеальная в момент производства, во время этой транспортировки в таких условиях она становится, имеет возможность стать непригодной. И я думаю, что с этим пора кончать. Но вы говорите на самом деле страшные вещи, да. И это, вы говорите, длится с 95-го года. Да. Мы участвуем в никаким образом наши медики никакую информацию не давали о том, какой эффект имеют эти вакцины. Я, например, никто это не исследовал, во-первых. Дело в том, что даже если, ведь есть еще корпоративная солидарность, очень трудно доказать, если ребенок заболел очень серьезно, что это в результате вакцины. Это другая история, меня она вообще не волнует. Даже если она идеальна, она сюда доставляется с нарушением норм транспортировки медико-биологических продуктов, с полным нарушением. Она водится в машинах, не приспособленных для этого, в ручной кладе, в ручных холодильниках, непонятными лицами. И наши ни таможенные, ни специальные органы не имеют права этот груз досматривать, спрашивать. Когда родитель обращается к врачу, покажите мне сертификат, какому кололи, и они не могут предъявить. Это неправильно. Я понимаю, тогда мы вынуждены были, чтобы спасти наших детей, согласиться на эту международную программу. Та же международная программа, в конце концов, мы можем это все получать из России. Вирус гриппа мы получаем, вакцину от гриппа мы же получаем с России. Эта же программа работает и в России. Но мы хоть будем иметь на руках сертификаты, где будет срок хранения, и это же очень опасно. По правилам и нормам вакцинации обязательно в начале используются ампулы, у которых истекает срок хранения. И только потом это все строгая отчетность, там 1000 человек должны контролировать. Это все прописано в правилах. Это все нарушается. Что предполагаете вы делать в этом отношении? Вот что я хотел, я помню эту дискуссию, что там, когда убирали таможенный контроль на границе с Грузией, что якобы мы торгуем с врагом, там еще что-то в этом роде. Я просто хотел бы привести, вот в данный момент Южная Осетия добивается равноправного участия в транзите российских и грузинских грузов между Россией через Южную Осетию. Добивается равноправного участия, потому что она хочет в этом участвовать. Это реально выгодно. Я вообще не понимаю, при чем тут политика, когда речь идет о том, что и так происходит. Мы закрыли основной мост, но этой границы там около 90 километров. И все эти грузы спокойно просачиваются через ручную кладь, еще другими способами, на лошадях, на конях, и все это попадает на наши рынки. Это что за вообще самообман? Для чего все это? Я вам просто приведу еще один пример. Вот Приднестровье, которое еще в худшем состоянии находится, чем мы, потому что оно не признано Россией. Мало того, с момента конфликта между Россией и Украиной закрыта у них дорога через Украину, порты, Ильичевск и Одессу. Фактически весь внешнеторговый оборот с Приднестровья, в том числе в страны Европы, сегодня проходит через Молдову. Они приезжают в Молдову, у них заключены договоры, и там спокойно созданы предприятия, юридические лица, через которые происходит экспорт приднестровских товаров. Мало того, они ни на один шаг не уступили свой суверенитет политически из-за этого Молдове. Это очень важно, чтобы люди понимали. Мы должны начать процесс, во-первых, вернуться к этому постановлению и начать таможенный досмотр грузов. И пусть они официально проходят. Разрешить в том числе и транзит.
Я вообще не понимаю, в чем проблема. Тем более, что все дело, скорее, во-первых, сегодня проблема у России, связанная с Арменией, еще в чем заключается? Вот из-за вот этих проблем на наших границах Армения вынуждена свою внешнеторговую деятельность все-таки переносить на Запад, и на Иран и так далее. В то время как здесь мы бы их поддержали, и Россию поддержали бы. Это очень важно. Я не вижу в этом никаких проблем. Просто не вижу. Хорошо, я вполне допускаю, что моей информированности недостаточно. И что вполне возможно здесь какие-то там это... И я с удовольствием выслушал бы эти аргументы. И дай Бог, чтобы мы с вами сегодня запустили общественную дискуссию по этому поводу. Но прежде всего профессионального сообщества. Правительства, через специалистов, экономистов и так далее, потом уже политиков и прочих общественных организаций. Давайте вернемся к этому пункту, который должен быть создан, к этому документу, который, я так понимаю, должен выйти в скором времени, и как он будет реализовываться, как будут первые шаги. Вы видите вот эту схему? Во-первых, я хотел бы, я не видел их документов, я хотел бы, вот так пользуясь случаем опять, предложить президенту и правительству пойти по такому пути. Для начала, для себя, определить систему целеполаганий, четкую систему целеполаганий для каждой службы, которая там работает. Абсолютно четко в этих условиях. С учетом политических рисков, так как мы находимся под Женевским этим процессом, и там находится постоянный мониторинг международных организаций, и любая там, возможно, провокация, которая потом будет перерастет, но мы должны принять политическое решение и быть выше этого. Ничего страшного не произойдет, очередная какая-то кампания против Абхазии или какой-то конфликт ничего не уменьшит, не ухудшит в нашем положении. Я думаю, через это надо перешагнуть. Во-первых, как говорится, как в американских фильмах, ничего личного, только бизнес. Это бизнес, который сегодня уходит мимо нашего бюджета. На нашей стороне находится наша часть Ингургэс. Там жилые дома. И туда идет этими грузы в больших грузных машинах идут с разным материалом, в том числе это бытовыми для бытовых нужд. И мы их тоже не имеем права досматривать, так как они тоже входят в категорию гуманитарных грузов. Это что это такое вообще? Мое личное мнение, это надо прекращать. Надо создавать нам настоящую, современную... Кстати, я думаю, лучшим выходом будет, если все службы, вот в целеполагании, определенном правительством и президентом, там четко должно быть написано, что деятельность должна носить абсолютно транспарентный характер с использованием современных средств наблюдения и веб-камер, и всех на каждом этом пункте, чтобы любой гражданин Абхазии и не Абхазии мог посмотреть, что там происходит, и мы должны накапливать видеоматериал постоянно для будущих там каких-то эксцессов или жалоб там прочих. Мы намерены, если будут приняты соответствующие решения, создать мини-лабораторию для экспресс-анализов максимально. И если экспресс-анализ всегда показывает, что требуется дальнейшее исследование или нет, и тогда мы просто не пустим эту продукцию, и все. Мы хоть сможем установить заградительный барьер какой-то, потому что мы же это все едим. Мало того, сейчас у нас есть информация, что к нам начал поступать сыр из соевого молока. Очень насыщенный период предстоит, если будет принят этот документ и разработан. Давайте мы продолжим беседу, и просто поговорим о том, что вот в последнее время, какие проверки осуществлял Госстандарт и какие, может быть, неожиданные итоги или результаты обнаружили. Что удалось нам, я думаю, все-таки сделать совместно с Черноморэнерго. Наконец-то и руководство Черноморэнерго идет нам навстречу, и все-таки наши проверки становятся более эффективными в этом направлении. И оно реагирует лучше, быстрее. Была еще неожиданная вещь, связанная, вот вчера вы видели, дорожные эти разметки. Это такой хаос вообще в этом плане. Мало того, если человек более-менее статусный, построил какой-нибудь объект, он может сам просто там построить на свои деньги
чтобы останавливались возле его гостиницы или магазина. Там. Это, я не знаю, это все, это же ГАИ не может это сделать. Это должны власти на местах работать. Вообще это прерогатива глав администрации, вообще-то. Дорожная разметка. Там, вот это нас очень удивило. В наше время, как вы сказали, трудно кого-то удивить, но тем не менее у нас существует такая мобильная лаборатория, которая, вот немножечко я хотела, чтобы вы сказали, как она работает сейчас, насколько она помогает вашей работе. Помогает очень. Во-первых, начнем с того, что это подарок Роснефти, был 10 лет назад. Дело в том, что она сертифицируется в России, к сожалению. И когда ее срок действия истек, она почти несколько лет, 7, по-моему, лет стояла здесь. И мы восстановили это, получили сертификат, отправили ее в Москву. Вообще удивительно, почему это не делали раньше, потому что это не так уж дорого оказалось. Но эффект от нее есть, это точно. Во-первых, мы вольно-невольно сделали такую рекламу и антирекламу нашим заправкам. Какую картину вы обнаружили при проверке горючих материалов, в частности бензина? 92-й, 95-й, насколько соответствует заявленному? Начнем с того, что, во-первых, мы еще не закончили эту работу. Из того, что мы сделали, она перманентно продолжается, и вообще этот мониторинг мы проводим постоянно, просто не всегда с телевидением. Условно можно сказать так, что практически все маленькие частные заправки, там, да, есть такая проблема. И она носит им чисто экономический характер. Не то, что они так очень нас хотят обмануть, но условия покупки для таких частных компаний на оптовых рынках бензина, ну, там маржа маленькая, и они вынуждены, видимо. Но это не оправдание, естественно. Но на вот таких вот маленьких частных заправках эта проблема есть. На более серьезных, статусных, там, крупных предприятиях им не нужно это делать. Мало того, есть еще и, да, кстати, мы обнаружили, кстати, и такие маленькие заправки, где честью дорожат своей заправки. Такое тоже есть. Благодарю вас за интервью. Спасибо вам большое. Не за что. С 16 по 18 октября в Абхазии впервые проходил фестиваль «Абаза». Организатором мероприятия выступил Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс. Главная идея фестиваля – сплочение абхазо-абазинского народа. В первый день фестиваля в городе Гудаута прошел турнир по вольной борьбе на кубок председателя Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусы Игзекова. В международном турнире по вольной борьбе приняли участие до 170 спортсменов из Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Краснодарского края. Этот турнир уже стал традиционным, стал стартом для многих борцов, не побоюсь этого слова, которые будут представлять нашу Абхазию, Россию, будут представлять на таких аренах, на международных, как чемпионат мира, как Олимпийские игры. Я думаю, это первый старт, первый их стимул. И огромное спасибо Мусе Хабалевичу за то, что он дает им такой шанс показать себя и взять старт. 16 и 17 октября прошли заседания членов Президиума Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Были подведены промежуточные итоги работы ВАК, а также намечены планы на будущее, включая план в рамках международной деятельности. ВАК ведет активную деятельность по поиску представителей абхазо-абазинской диаспоры, проживающих по всему миру, а также по включению их в члены конгресса. Создаются местные и региональные советы. Если говорить о местных отделениях, то их у нас 10, уже зарегистрированных и оформленных соответствующими протоколами. Это в Абхазии Ткварчала, Чамчира, Гудаута, в Турции Стамбул, Измит, Эскишир, Бурса, Инегёль, Биледжик, Сакария. На стадии оформления в Абхазии находятся Гагра, Гал, Бегет. В первой половине дня 16 октября председателя Высшего совета ВАК и заместителя председателя Народного собрания Карачаево-Черкесской республики Мусу Игзекова принял спикер Народного собрания парламента Абхазии Валерий Кварчия. Глава парламента Абхазии поздравил Мусу Игзекова с избранием на должность вице-спикера парламента КЧР и отметил большие заслуги Мусы Игзекова в деле сохранения и развития абхазо-абазинского этноса. Муса Игзеков передал спикеру парламента приветствие от лица президента Рашида Тимрезова и депутатов парламента КЧР. Он также выразил надежду на плодотворное сотрудничество между парламентами братских государств.
18 октября первый в Абхазии культурно-спортивный фестиваль «Абаза» завершился в Сухуме праздничными гуляниями. В последний день фестиваля для жителей и гостей республики была организована культурная программа. Национальные танцы и песни, музейные экспозиции, театрализованная постановка привода невесты и национальная абазинская еда. На празднике побывала Нала Ковя. На набережной Махаджиров многолюдно. Культурно-спортивный фестиваль «Абаза» стал традиционным в Карачаево-Черкесии. И вот в этом году, благодаря Всемирному абхазо-абазинскому конгрессу при поддержке Министерства культуры Абхазии, впервые фестиваль проходит у нас в республике. Целью данного фестиваля является объединение абхазо-абазинского народа, представители которого, как мы видим на специально подготовленной карте, живут практически во всех уголках мира. Единство через культуру и спорт. Масштабным мероприятием на набережной Махаджиров под таким девизом завершил свою работу культурно-спортивный фестиваль «Абаза». Работа Абхазо-Абазинского конгресса, который существует уже 5 лет, направлена на развитие языка, культуры и сохранение традиций национального этноса, что созвучно с целью фестиваля – знакомство разных поколений абхазов с культурой и историей абазин, популяризация этнокультурного наследия и родного языка народа Абаза. Кроме этого фестиваля мы будем организовывать и другие события, образовательные, научные, с тем, чтобы молодежь росла, у нас талантливая молодежь, чтобы она росла очень активно, чтобы каждый мог стать выдающимся, чтобы каждый человек мог быть действительно достойным сыном своей родины. Мы и в Абхазии, и в Турции, и в Сирии, и в Иордании, и в Египте, везде будем делать подобные мероприятия, чтобы объединять наш этнос по всему миру, чтобы действительно мы создали все необходимые условия, чтобы показать то, что течет в наших жилах, историческая вот эта память, код наш генетический позволяет нам действительно думать о том, что каждый человек талантлив. В выставочном шатре у Абхазского драматического театра была представлена совместная экспозиция этнографического музея села Эль-Бурган и Государственного музея Абхазии. Львиная доля экспонатов – это наследие моих предков, прямых родителей, а потом наследие моих близких родственников, а потом дальних родственников, а потом абазин и тому подобное. Расширяя вот этот круг поисков, я сколотил личный музей из, можно сказать, 800 экспонатов. Здесь имеются предметы, которые показывают культуру, быт, историю моего народа. Имеются еще предметы этнографические. Они очень ценные. Старинные абазинские костюмы, карты современного расселения абхазов и абазин, архивные фотографии вызывали оживленный интерес публики. Фестиваль посетили президент Рауль Хаджимба, вице-президент Аслан Барцыц, спикер парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин, руководители министерств и ведомств республики. Лет 30 назад было мероприятие не такого масштаба, да, но за это время выросло целое поколение людей. И вы видите, участники сегодняшнего мероприятия, большей частью это молодые люди, и это прекрасно. Культурно-спортивный фестиваль «Абаза», на мой взгляд, это очень важная, очень своевременная, очень хорошо реализованная идея, потому что он практически за несколько дней создает пространство для очень большого и широкого культурного диалога. Председатель ВАК Муса Экзеков лично провел экскурсию для Рауля Хаджимба по экспозиции этнографических музеев. Президент Абхазии также отведал абазинскую кухню. Блюда понравились не только местным жителям, но и гостям Абхазии. Вот только зашел на этот фестиваль, и я уже чувствую, что здесь такая энергия кавказского народа, энергия Абхазии, и это очень мощная такая сила. Это очень интересно, потому что сейчас многим не хватает этого в других странах, а здесь это как-то сохранилось и испокон веков, видимо, передается. Сейчас вот попробовал квас, очень вкусный, похож на русский, но все равно есть какие-то нотки кавказские.
Мы приехали на фестиваль именно вот из Карачаево-Черкесской республики. Абазинская кухня для меня не новая, я сам абазин. Самая замечательная кухня и в Европе, да и во всем мире, наверное. Поэтому всем рекомендую. Очень вкусно, очень сытно, изысканно, замечательно. В Абхазии я был, вот с товарищем приезжали в прошлом году на День Победы. Первый раз, нам очень сильно понравилось вот здесь. Кровь, наверное, все-таки чувствует, что это родные для нас места. Везде улыбающиеся лица, в общем, везде братья и сестры. Еда очень вкусная, она какая-то своеобразная, и она очень вкусная. Даже вот эти вот пирожки, я не знаю, напиток очень вкусный. Фестиваль очень хороший, очень много всего интересного. Танцы, национальная одежда, национальные костюмы. Это очень интересно. И побольше бы таких фестивалей собирать. Угощения были приготовлены женским советом Международного объединения Алашара и привезены из Карачаева-Черкесии специально для фестиваля Абаза. Это называется чаш у нас с творогом. Это у нас называется ханкал халюа. Делается с теста, тесто жарится. И все вот это потом там с медом жарится и разрезается. Можно и поменьше делать, можно и побольше делать. Это на свадьбу делается. Выставка старинных фотографий, они называют себя Абаза, привлекла особое внимание посетителей фестиваля. Впечатляет, потому что это действительно исконное наше. Действительно очень приятно, что ремесла сохраняются. Очень приятно, что даже возрождаются, можно сказать, да? Что все это делают молодые люди. Все это очень приятно, очень вдохновляет. Я приезжаю уже 10-й год здесь. Не только я. Мы с сестрой приезжаем сюда. Мы объехали всю Абхазию, много везде побывали. Абхазия нам нравится. Люди здесь добрые, хорошие, душевные. Мне нравится культура Абхазии. Я очень много читаю об Абхазии. И вот сейчас пришла посмотреть на фестиваль. Пожалуй, самой красочной частью фестиваля стал совместный концерт творческих коллективов из Карачаева-Черкесии и Абхазии. Театр танца Государственной филармонии КЧР, молодые эстрадные исполнители из Абхазии, а также Людмила Гумба, Заур Зухба, коллективы Дау и этнографический ансамбль Ахечтра, Мадина Кварцхелия радовали жителей и гостей столицы своим мастерством. А театрализованное представление, рассказывающее о старинном абазинском обряде привода невесты в дом в исполнении артистов Народного театра «Инджич», стало одним из главных номеров концерта. Первый культурно-спортивный фестиваль Абаза стал настоящим праздником для жителей и гостей столицы, для всех, кто принял участие в народных гуляниях. Набережная Махаджира в этот день стала площадкой, на которой царила атмосфера единения народов Абаза. Нравится, что здесь открытая площадка, что можно спокойно прогуляться, что можно послушать музыку, увидеть танцы. И мне, конечно, очень нравится, что все это связано с национальным колоритом Абхазии. В общем и в целом мне очень понравилось. Главная задача первого культурно-спортивного фестиваля Абаза в Абхазии – сплочение абхазского и абазинского народов. По замыслу организаторов фестиваль должен стать традиционным. Нала Кофе, Алексея Гухава, Томас Чиковани для событий недели. Участники международного музыкального фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает» прибыли в Абхазию. Состоится фестиваль в воскресенье, 20 октября, на стадионе «Динамо». Вход будет свободным. В 17-м фестивале «Хибла Гирзмава приглашает» выступят Государственный симфонический оркестр Татарстана, академический большой хор «Мастера хорового пения» под руководством Льва Канторовича, а также российский оперный певец, народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков. В субботу вечером народную артистку Абхазии и России Хиблу Гирзмава принял президент Рауль Хаджимба. Участники фестиваля провели брифинг для журналистов, на котором рассказали о том, что предлагает проект абхазским зрителям в этом году. Полную версию брифинга смотрите в нашем эфире позже. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.